мало, но я думаю, что интерес будет, и очень хочется все-таки иметь обратную связь. Начну, наверное, с вопроса. Какие налоги вы оплачиваете? Вот вы, как граждане. Налог на имущество. Еще. Транспортный, да. А налоговое уведомление все получили? Я там в личном кабинете. Ну, значит же, пришло в личном кабинете. Если я в личный кабинет зайду, то я его увижу. Поскольку склеротические изменения касаются, то я регулярно забываю пароль от налогового кабинета. А его, если ты восстанавливаешь, он там через сколько-то, через месяц, по-моему, сгорает. Хорошо, устаревшая версия, мы это, значит, обсудим. Да. Вот. Ну, наверное, буду рассказывать вам как гражданам, как физическим лицам, налогоплательщикам, ну и как бы для того, чтобы вы, соответственно, да, транслировали это также и на учащихся. Ну, естественно, налог – это что? Это необходимое условие для существования государства. То есть без налогов государство жить не может. Обязательный взнос и распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования государства. Плата налогов установлена 57-й статьей Конституции Российской Федерации, в которой прописано, что каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Налоги и сборы у нас устанавливаются налоговым кодексом и законами субъектов Российской Федерации, а также решениями местных органов самоуправления. Главный закон – это налоговый кодекс, который устанавливает налоги. Здесь я показала, что какие налоги бывают, то есть федеральные, региональные, местные. Это делятся они таким образом в связи с тем, что установлены соответствующими нормативными актами. Федеральные налоги устанавливаются налоговым кодексом и распространяются на всей территории Российской Федерации. Региональные налоги устанавливаются субъектами Российской Федерации, это налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес и транспортный налог. И эти налоги уплачиваются в региональные бюджеты. Ну и местные налоги, это земельные налоги, налог на имущество физических лиц устанавливаются местными органами власти. То есть местные органы власти могут изменять ставки, льготы, применять дополнительные, применять льготы, соответственно, и уплачиваются эти налоги в местные бюджеты. Специальные налоговые режимы, они установлены тоже федеральным законодательством, налоговым кодексом. Распределение идет по нескольким уровням бюджета. Но они созданы для того, чтобы упростить жизнь, так скажем, малому бизнесу и чтобы они не рассчитывали налоги на прибыль, на НДС, такие вот сложные. Специальные налоговые режимы заменяют вот эти вот большие налоги. Подробно здесь, я думаю, останавливаться не стоит. Главное, чтобы вы понимали и школьники тоже понимали, что порядка 70% всего бюджета Российской Федерации складывается из налогов. Поэтому очень важно, чтобы налоги оплачивались. Вот. Естественно, если в бюджете деньги будут, то, соответственно, будет финансирование и строительства, и медицины, и образования, и так далее. Налоги физических лиц, как вы уже сказали, налог на имущество, это квартиры, жилые дома, иное недвижимое имущество. Земельный налог уплачивают собственники земельных участков, транспортный налог уплачивают собственники транспортных средств, ну и налог на доходы физических лиц, подоходный налог, да, раньше назывался, он удерживается в основном с заработной платы работодателями. Ну, кроме того, есть еще и обязанность у некоторых граждан уплачивать этот налог самостоятельно. С прошлого года в единое налоговое уведомление, которое приходит один раз в год, также включается налог на доходы в случае, если ваш налоговый агент по какой-то причине не смог удержать налог. То есть вы получили, может быть, какой-то подарок или в натуральной форме, и с него не могли удержать налог, соответственно, о сумме этого налога неудержанного
налоговый агент представляет информацию в налоговую инспекцию, а мы уже на основании этих данных включаем в уведомление для уплаты налога. И срок уплаты такой же 1 декабря, как и налоги физических лиц. Срок уплаты 1 декабря, но всегда, в любом случае, если срок уплаты выпадает на выходной день, то значит он переносится на ближайший, на первый рабочий. Поэтому в этом году срок уплаты налогов имущественных граждан 2 декабря. Начисление налогов граждан проводится налоговыми органами. Сейчас у нас проходит это в автоматизированном режиме. Называется массовое начисление, то есть в целом по всей Российской Федерации проводится начисление на основании тех данных, которые поступили от регистрирующих органов. Росреестр, ГИБДД, кадастровая служба, Ростехнадзор, то есть все регистрирующие органы нам обязаны раз в год представлять информацию о зарегистрированных правах на имущество и транспортные средства. На основании этих данных мы эту информацию уже собираем и используем для начисления налогов. В этом году массовый расчет произведен довольно-таки рано, в июле месяце, и уже в августе у нас пошли начисления, уведомления, все уже были направлены в личные кабинеты, и пошла массовая рассылка налоговых уведомлений. Значит, по вопросу тому, в каком виде приходит налоговое уведомление. По умолчанию, конечно, налоговое уведомление приходит на бумаге на адрес прописки физического лица. Но если гражданин подключился к личному кабинету налогоплательщика, то автоматически уведомление приходит в электронном виде. Но если вы хотите, допустим, получать все равно на бумаге, в личном кабинете, возможно, отправить уведомление о том, что вы хотите получать уведомления на бумажном носителе. И тогда вам будет дублироваться и по почте, и в электронном виде. Но вот на самом деле, конечно, служба проводит работу такую, что мы будем получать, и вносятся, уже рассматриваются такие изменения в налоговый кодекс, что практически все граждане, за исключением льготных категорий, малоимущих, социально незащищенных слоев граждан, будут получать налоговое уведомление только в электронном виде через личные кабинеты. Это придет, эти изменения в кодекс уже рассматриваются, и планируется, что с 2021 года все-таки всех нас переведут на электронный документооборот, ну, за исключением особых категорий граждан. Поэтому, конечно, мы уже сейчас привыкли пользоваться приложениями мобильными, порталом госуслуг, поэтому вот надо, наверное, к этому привыкать, что все-таки придется в электронном виде получать все. Если на бумажном носителе, то уведомление придет либо по адресу регистрации, то есть прописки, либо, если человек не проживает по адресу регистрации, он может заявить в инспекцию другой адрес фактического проживания, и тогда уведомление будет идти по адресу фактического проживания. Но тут тоже есть некоторые нюансы. Допустим, сегодня я живу здесь, там арендую квартиру, завтра у меня там случились какие-то обстоятельства семейные, переехал в другой город, надо все равно знать, то есть уведомить налоговый орган для того, чтобы вам уведомление приходило. Тут, конечно же, проще всего использовать личный кабинет. Но из этого года уведомление также может быть направлено по адресу нахождения имущества, если нет адреса регистрации, либо если налогоплательщик проживает на территории другого государства. То есть здесь есть такой нюанс, что можно отправить по месту имущества. В каких случаях уведомление не направляется? Но есть много налоговых льгот. Некоторые льготы полностью могут освободить от обязанности уплачивать налоги. Поэтому, если нет начисления, то, естественно, пустое уведомление оно отправляться не будет. Кроме того, в соответствии с кодексом, если общая сумма налогов в уведомлении не превышает 100 рублей, то также это уведомление не формируется и не направляется налогоплательщику. Или если переплата по налогам превышает сумму начисленного налога.
Здесь возникают вопросы, что мы не направим на сумму менее 100 рублей, но потом что, долги будут или пеня будет накапливаться? Нет. То есть в кодексе четко установлено, что мы можем направить уведомление в течение 3 лет, и срок уплаты будет единый, то есть задним числом мы никак не можем выставить вам уведомление. Уведомление должно прийти не менее чем за 30 дней до срока уплаты. Соответственно, если до 1 ноября вы не получили уведомление ни на бумаге, ни в электронном виде через личный кабинет, то вам надо обратиться обязательно в налоговую инспекцию. Ну, при этом вы знаете, что у вас должно быть это уведомление. Лучше всего обратиться в налоговую, можно это сделать как лично, так и через интернет-обращение, либо через офис МАИ документы и написать заявление о выдаче дубликата налогового уведомления. В ответ вам придет либо дубликат уведомления, либо информация о том, почему этого уведомления у вас нет. Также можно воспользоваться учетной записью портала госуслуг. Сейчас очень активно пользуются все порталом, поэтому можно зарегистрироваться на сайте налоговой службы с учетной записью портала и получить это уведомление самостоятельно. Перейду к налогу на имущество. Почему я включила этот слайд? В прошлом году, вот в этом году как-то вроде не видела еще такой активной атаки в соцсетях, а в прошлом году была очень активная такая информация, в соцсетях она ходила много, мы много давали разъяснений по поводу предоставления вычетов по налогу на имущество. То есть с того времени, как налог на имущество мы начали исчислять из кадастровой стоимости, это с 2015 года, в налоговый кодекс включены были такие имущественные вычеты. То есть с каждого жилого дома 50 квадратных метров не облагается, квартира не облагается 20 квадратных метров, комната 10 квадратных метров. Этот имущественный вычет распространяется на все категории налогоплательщиков, независимо, имеется льгота, не имеется льгота. То есть в любом случае, есть у вас квартира в 50 квадратов, 20 квадратов из налогообложения сразу вычитается автоматически, и только 30 уже облагается. Это льгота, то есть это не льгота, это вычет, он предоставляется автоматом, никакого заявления писать не надо, и по этому поводу никаких больше в принципе не надо в налоговую инспекцию обращений делать. То есть это заложено все в программе, все автоматом рассчитывается. Что касается предоставления льгот. На самом деле льгот очень много, и каждый год они добавляются. Вот с 2017 года был добавлен по земельному налогу вычет. С 2018 года многодетные родители получили льготу. Предпенсионеры получили льготу с 2019 года. А с этого года изменен порядок предоставления льгот. Если раньше предоставление льгот носило именно заявительный характер, то есть человек должен был прийти в инспекцию, предъявить документы свои, что он имеет право на льготу, написать заявление, и только в этом случае мы предоставляли эту льготу, то с 2019 года льгота уже имеет беззаявительный характер. И мы ее учитываем при начислении налогов на основании тех данных, которые нам предоставляет пенсионный фонд, социальные службы и так далее. То есть в этом году, за 2018 год мы сейчас проводили начисление налогов, уже учтены льготы многодетным родителям, пенсионерам, инвалидам первой-второй группы и владельцам хозпостроек до 50 квадратных метров. То есть это идет автоматически. Но есть другие виды льгот, которые установлены местным законодательством, с местными органами власти. Такой электронного документооборота еще нет, поэтому очень может быть, что льготу, допустим, вы имеете, но налог начислен без учета льготы. В этом случае вы имеете полное право направить заявление в налоговую инспекцию о том, что вы имеете право на льготу, предоставить копию документа, подтверждающего льготу, и вам налог будет пересчитан. Можно вопрос? Да. У меня папа пенсионер-инвалид, лежачий. Естественно, за рулем не ездит с тех пор, как лежит. Каждый год нам приходит налог на автомобиль. Хотя уже автомобиля этого нет, он был продан по доверенности, мы не можем теперь концов найти, мы не можем его ни с учета снять. А
Ну, в общем, ничего, мы каждый год благополучно просто оплачиваем этот налог. Ну, на самом деле этот вопрос всегда вот возникает. Но я скажу, транспортный налог в соответствии с кодексом оплачивают собственники. И если эта машина до сих пор числится на вашем отце, то ему придется платить, пока она на нем стоит на учете. Значит, надо, ну, если инвалид, то, конечно, там льгота до 130 лошадиных сил есть, но как бы в вашем случае, наверное, это не выход. В вашем случае надо обратиться в ГИБДД и все-таки снять с учета эту машину. Даже сказали, пишите заявление, что она в угоне, мы и это, и мы что только не делали. Ну, представляете. Ну, на самом деле мы работаем только по данным ГИБДД. Если ГИБДД нам представляет информацию, что вот Иван Иванович собственник, мы обязаны налог начислить. То есть тут первоисточником все-таки является регистрирующий орган. И надо добиваться того, чтобы регорган снял с вас, как собственника, эту машину. Здесь больше другого я не могу порекомендовать. Раньше, когда продавали по доверенности, тоже люди продали и забыли. Да, то есть это было одно время такое разрешено, но на самом деле сейчас даже такое не предусмотрено. То есть сейчас продаем машину, и надо обязательно проследить, поставил ли на учет на себя новый собственник, иначе так и будет приходить транспортный налог на старого собственника. И здесь хоть что бы вы нам не приносили, мы тут ничего не можем сделать, это не в наших полномочиях, то есть тут только ГИБДД. Так, что касается пенсионеров, инвалидов, ну вот тех льготников, которые имеют право на льготу. Вычет предоставляется только на один объект каждого вида. То есть, если два дома, один дом льготируется, другой облагается. То же самое, одна квартира или комната, один гараж. То есть получается, что если два объекта одинакового вида, то один из них только льготируется. Причем льгота автоматически предоставляется на тот объект, по которому большая сумма налога. Если вы хотите выбрать другой, это ваше право, можете написать заявление. Новый вычет, который с 2017 года уже был рассчитан, это по земельному налогу не облагается 6 соток. Категории льготные указаны, то есть заявление писать не надо, они автоматически уже предусмотрены. Вычет предоставляется также на один земельный участок. Что касается, допустим, пенсионеров, если в собственности пополам этот участок, да, у каждого собственника 6 соток не облагается. С 2018 года такая же льгота еще и многодетным семьям предусмотрена. Ну и про многодетные семьи. Здесь дополнительный налоговый вычет, то есть к тому вычету имущества, на которое 20 квадратов квартира, 10 комната и 50 жилой дом, дополнительно еще по 5 квадратных метров от площади квартиры или комнаты и 7 квадратных метров от жилого дома на каждого ребенка не облагается. То есть, если на примерах, 3 детей несовершеннолетних у мамы с папой, да, у них удостоверение многодетной семьи, у каждого собственника, если они, допустим, пополам собственники, у каждого собственника не будет облагаться еще дополнительно 30 квадратов. 15 квадратов, да? Да. Если 3 детей по 5 квадратов в квартире, то есть еще снижается налоговая нагрузка. Эта льгота с 2018 года уже рассчитана при настоящем массовом начислении. Единственное, что обращался к нам сейчас многодетный папа, и выяснилось, что по маме налог начислился с учетом льготы, а по папе без учета льготы. Поэтому если вы такие вот, знаете таких родителей многодетных, предложите, пусть обратятся в налоговую инспекцию, и налогом будет пересчитан. Так, льгота применяется каждому собственнику на каждого ребенка. То есть понятно, что собственность родителя должно быть имуществом. Здесь я привела примеры, как можно проверить начисление налогов. У нас на сайте есть калькулятор транспортного налога, калькулятор земельного налога, налога на имущество. То есть подставляете свои данные и проверяете, какой налог у вас получается.
Кроме того, сервис «Справочная информация о ставках и льготах» позволяет узнать, какими льготами вы можете воспользоваться. Может, у вас на территории других регионов есть имущество, и вы не знаете, какие там льготы. Потому что, насколько мне известно, допустим, в Архангельской области многодетные освобождены от уплаты транспортного налога, а у нас многодетные от транспортного налога не освобождены. То есть даже в разных муниципалитетах на территории одного региона могут быть разные льготы. Земельный налог у нас в Сыктывкаре не платят лица старше 75 лет, просто полностью освобождены. В Воркуте, допустим, налог на имущество не платят дети до 18 лет, если они собственники. То есть вот такие вот льготы, особенно в северных районах, можно посмотреть, у кого есть имущество. Добавила этот сервис, он вроде как к налогам не относится, но очень популярен у школьников. Старшеклассники, когда начинают ближе к летним каникулам искать работу, и, конечно же, все работодатели просят ИНН. Вот через сервис «Узнай сведения об ИНН физического лица» можно узнать свой ИНН и просто предоставить эту информацию работодателю. Кроме того, само свидетельство об ИНН можно получить в любой налоговой инспекции, независимо от того, где прописан человек. И также эту услугу с 1 октября оказывают МФЦ. То есть через МФЦ тоже можно свидетельство об ИНН получить. Что касается личного кабинета, да, подключиться просто. Личный кабинет подключают наши сотрудники в любой налоговой инспекции, также независимо от того, где вы проживаете. Можно заявление на подключение через офисы «Мои документы» подать, можно зайти с подтвержденной учетной записью портала госуслуг. Раньше, если было положение, что в течение 30 дней запись блокировалась, теперь не блокируется запись. Единственное, что первичный пароль, он очень сложный, его, естественно, лучше поменять. Кроме того, там есть галочка, которую можно поставить, и согласившись на то, чтобы в электронном виде можно было новый пароль получить. Но на самом деле вот подключалась с паролем, но пользуюсь, заходя с учетной записью портала, потому что в электронный дневник заходишь каждый день, наизусть знаешь этот пароль от портала госуслуги, естественно, с этим же паролем захожу в личный кабинет налогоплательщика. Очень просто установить приложение и по отпечатку пальца заходить еще в приложение, это тоже доступно. Объясню, в чем разница между порталом госуслуг и личным кабинетом все-таки на сайте налоговой службы. Очень много к нам возникает вопросов. Вот в личном заходят на портал госуслуг, думают, что они в личном кабинете, ждут налоги. Налоги приходят туда только когда уже они преобразуются в задолженность. Соответственно, они уже придут с пеней. Вот. И потом возмущение людей идет, почему не было, а раз уже пеня, вы мне не предъявляли и так далее. На самом деле портал госуслуги, личный кабинет – это, так скажем, сервисы разных ведомств. И получается, что мы не можем другому ведомству предоставить информацию, которая относится к налоговой тайне. В личном кабинете все-таки и имущество, и заработная плата, там же сведения о доходах тоже выгружаются, адреса. То есть это вся персональная информация, которую мы никак не можем предоставить какому-то другому ведомству без разрешения, без согласия физического лица. А задолженность не является налоговой тайной, поэтому в личном кабинете мы до наступления срока уплаты видим все начисления, можем проверить их, можем написать, если вам что-то непонятно или не понравилось, декларации сдавать электронной подписью, там же подписывать. То есть это личный кабинет, вы работаете с ним удаленно и можно не выходя, вообще не приходя в инспекцию общаться с налоговой. А портал госуслуг это уже только с задолженностью. То есть вот эта вот разница большая, и, пожалуйста, тоже об этом помните. Поэтому сейчас на портале, у кого долгов предыдущих лет нет, у вас все чисто, у вас задолженности нет, ну так оно на самом деле и есть. А вот если 2 декабря сумма не поступит, то 3 появится задолженность, что не очень приятно. Перейдем к налогу на доходы. Единая ставка налога у нас 13%, то есть у вас налог на доходы удерживают заработные платы.
Конечно, есть кодексом и перечень доходов, которые облагаются по ставке 30 и 35%. Ну, это выигрыши, доходы нерезидентов, доходы, там, полученные при мероприятиях, проводимых в целях рекламы и так далее. Но основная ставка это 13%, она фиксированная. При этом установлен огромный перечень, более 70 пунктов доходов, которые не облагаются налогом. Они установлены 217 статьей кодекса. 217 статьей кодекса, и, к примеру, не облагаются государственные пособия, пенсии, стипендии, выплаты компенсационные, не облагается до 4000 материальная помощь, подарки отдельные. Кроме этого, до 4000 не облагаются в год. То есть, если вам работодатель выплатил подарок, до 4000 он облагаться не будет. Кроме того, отдельная категория граждан обязаны самостоятельно исчислять налог на доходы. Это у нас нотариусы, предприниматели, адвокаты, физические лица, которые получают дополнительные доходы от сдачи имущества в аренду и так далее. То есть у них уже обязанность самостоятельно исчислить налог, представить декларацию и уплатить. Ну, здесь я написала, какие у кого обязанности, то есть здесь именно обязанность представить декларацию о доходах, если вы продали недвижимое имущество, которое находилось у вас в собственности менее 5 лет. Если иное имущество, то это 3 года, то есть продали машину, меньше 3 лет она была у вас в собственности, у вас есть обязанность задекларировать эти доходы, причем независимо от того, получили вы реальный доход от этого или нет. Очень часто бывает, машины покупают, продают дешевле, да, чистого дохода нет, налога не будет. Но если машина была в собственности меньше 3 лет, обязанность подать декларацию все-таки имеется. До 30 апреля это надо сделать. Иначе тут идут штрафные санкции в размере 1000 рублей. Это минимальный штраф. Выигрыши, получение в дар имущества от лиц, не являющихся близкими родственниками, оказание платных услуг, все это дополнительные доходы, которые вы обязаны задекларировать и, соответственно, уже уплачивать налог самостоятельно. Перейду к налоговым вычетам. Вычеты бывают стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные и профессиональные. Стандартные вычеты предоставляются по месту работы. То есть каждый год, наверное, у вас бухгалтерия требует заявления о предоставлении вычета, подтверждение того, что вашему ребенку еще нет 18 лет, если это учащийся, и до 24 лет предоставляется вычет на студентов очной формы обучения. Лена Владимировна, вы по стандартным скажете подробно, да? Я на стандартных тогда сильно не буду останавливаться. В всяком случае, вычеты такие предоставляются. Если, допустим, вы видите, что ваш работодатель не предоставил вычет, то вы имеете право в декларации их заявить в налоговую инспекцию, и вам уже налоговая предоставит этот вычет и вернет излишне удержанный налог вам на счет. Социальные вычеты очень востребованы налогоплательщиками. Практически каждый год у нас идет рост, причем значительный рост заявленных вычетов. Значит, предоставляются они в тех случаях, когда налогоплательщик несет определенные так называемые социальные расходы. Естественно, чтобы получать вычет, надо иметь заработную плату официальную, то есть чтобы с этой заработной платы удерживался налог и перечислялся в бюджет. Понятно, что те, кто получает зарплату в конвертах, этого позволить себе не могут. Но самые распространенные вычеты на лечение и обучение, я вам скажу. Значит, по обучению вычет предоставляется учащемуся по любой форме обучения, то есть это если самостоятельно учащийся заявляет этот вычет. То есть есть такие люди, которые работают и учатся, и могут со своих расходов на обучение вернуть 13%. Максимальная сумма вычета это 120 тысяч рублей, это общая сумма, и если обучение ребенка, то не более 50 тысяч рублей на каждого ребенка. Если обучаем своих детей,
то обязательно должна быть очная форма обучения, дневная. То есть если ребенок учится на заочной форме, то мы не можем уже получить этот вычет. Так, дети до 24 лет. Также, что я тут хотела сказать? Если на свое обучение, то независимо от формы. Вопросы задают какие? Детские сады. Дополнительные услуги по обучению оказываются и в детских садах. Поэтому если в садике есть отдельно договор, в котором указано там дополнительные, допустим, там, не знаю, английский учат, там какие-то еще дополнительные именно учебные, да, мероприятия, и выделена конкретная сумма, при этом детское образовательное учреждение имеет лицензию на образовательные услуги, то также можно вычет получить. Обучаются на вождении, обучаются курсы, курсы повышения квалификации. Можно задать вопрос, да? Ребенок занимается танцами, и в договоре, который мы подписали, мы, родители, называемся жертвователями, дарителями. То есть мы как будто бы хотим, вносим. Это благотворительные цели и пожертвования. Некоторые организации делают так, то есть вы пишете заявление, что вы вносите пожертвования там, в таком-то размере. Когда на собрании нам сказали, что мы сможем сделать этот процент, скажем так, мой специалист сказал, что не смогу, потому что там вот такая формулировка. Все, конечно, зависит от оформления, надо смотреть. Я знаю, что есть вроде как и образовательные услуги оказывают, но с другой стороны не имеют лицензии на эти услуги. Первый пункт расходы на благотворительные пожертвования. Вы знаете, здесь вот как абсолютно верно сказали, здесь весьма важно юридическое. Да, то есть как оформлено это все. Потому что, может быть, когда прочитают, по факту это будет договор дарения или договор жертвования. Они юридически различаются, и тогда при проверке окажется, что мы вот отказались. Потом благотворительность и пожертвования могут принимать некоммерческие организации. То есть в вашем случае, может, это коммерческая организация. Тут тоже такие, нюансы. Расходы на медицинские услуги и лекарства можно подробнее? Так, обучение мы закончили, такие вот общие, по лечению. То есть можно лечение, можно приобретение медикаментов. Причем в этом году по приобретению медикаментов внесены изменения, и теперь с 2019 года, вот по расходам, начиная с 2019 года, уже не требуется, чтобы это медицинское средство было обязательно в постановлении 201 постановлении правительства Российской Федерации 2012 года, старое. В общем, вы в течение года можете потратить на свое лечение своих детей до 18 лет, родителей, супругов. И потом либо в конце года, либо в течение года, это можно сейчас тоже сделать, заявить социальный вычет на лечение. Обязательное условие: медицинская организация должна иметь лицензию. Если вы приобретаете медикаменты, то они должны быть вам назначены лечащим врачом, то есть должен быть рецепт, копию которого вы прилагаете к налоговой декларации. Естественно, если вы покупаете медикаменты, то у вас должен быть чек, в котором эти медикаменты указаны. Только лицензии прямо у аптеки, у фармацевтов надо брать? Нет, если вы получаете медицинские услуги, если вы приобретаете, там достаточно рецепта и чека. Да. Как правило, медицинская, не знаю, как в других городах, в Сыктывкаре, если просишь справку, то есть справка еще нужна, если мы говорим о лечении, справка медицинской организации о стоимости лечения. Как правило, некоторые медицинские организации сразу прикрепляют копию лицензии, хотя это не надо, потому что мы сейчас можем проверить на сайте Минздрава наличие лицензии медицинской организации. Если даже вы лечитесь у индивидуального предпринимателя, если у этого предпринимателя есть лицензия на медицинские услуги, вы также можете получить этот вычет. Так, дети, родители, супруги, то есть можно лечить всю семью и возвращать кому-то одному, допустим, да, пользоваться вычетом.
Очень часто бывает, что кто-то один из членов семьи работает, другой, допустим, пенсионер не работает. Соответственно, мы предлагаем справку и декларацию оформлять уже тому человеку, кто будет возвращать. В справке это предусмотрено, кому оказана услуга. Вот по социальным вычетам такой нюанс. В течение, если вы 2019 года, допустим, тратили деньги на лечение или обучение, вы только за этот год и можете заявить вычет. То есть вы их не можете перенести ни назад, ни вперед. Именно когда были расходы, тогда этот вычет и предоставляется. Здесь тоже возникали вопросы у родителей студентов, допустим, оплачивают сразу всю сумму там, дорогостоящего обучения, а вернуть там могут только 50 тысяч в год. То есть здесь мы рекомендуем все-таки оплачивать по годам. Вот, хотя бы можно уже больше вернуть денег. Так. По социальным есть еще вопросы? Да. Угу. По предпоследнему пункту по добровольному страхованию жизни. В страховой компании мне сказали, что я могу подать на возврат подоходного налога через 3 года после начала страхования. Мне кажется, что это что-то неправильно. То есть ежегодно можно на ту сумму, которую я В течение года. Нет. Главное, чтобы у вас договор был не менее чем на 5 лет. И страхование именно страхование жизни. Я знаю, что, допустим, сейчас очень настойчиво банки заставляют страховаться при ипотечном кредитовании. Вот там очень хитро сделаны договора, там только на год идет, а подальше продлевается. Вот по таким договорам мы не можем получить вычет. А если у вас договор страхования жизни на срок там, 5 лет и более, и вы в течение года оплачивали расходы по взносы, да, платили, то вы можете подавать. Вот. И социальные, в принципе, вычеты, да, любые, можно подать в течение 3 лет. То есть вот сейчас 19 год, мы можем за 3 предшествующих года подать. То есть срок исковой давности тут 3 года, поэтому не выкидывайте чеки, если найдете. Вот, можете составить сразу 3 декларации. Единственное, что за каждый год составляется отдельная декларация. 18, 17, 16. Вот за 3 года уже можно подавать до конца 19-го. Все, переходим на имущественные, да? Имущественные вычеты тоже бывают разные. Здравствуйте. Давайте посмотрим, там наш глава Единой России в соседнем кабинете проводит экскурсию, вместе посмотрим. Глава Единой России экскурсию будет. У нас тут- Как раз тот второй зашел, У нас тут семинар идет просто, мы сейчас не пойдем на экскурсию. Хорошо, а можно вот такая вкратце? Вот я молодой половозрелый мужчина, получаю зарплату, какие налоги я плачу? Как минимум подоходные налоги. А еще какие скрыты, интересно. А у вас есть квартира, есть машина, что я плачу? за квартиру и за машину у вас? Хорошо, из фонда заработной платы 36% квазиного социального, вы не читаете? Нет, не вычитается. У вас зарплаты не вычитаются. Нет. С вашего дохода Он не затрат Хорошо, организации. НДС, я пробиваю чек, НДС 18% вычитается. Он в стоимости, Ну, это же налог, это же с Он меня не для берется вас, по а он факту. для Он для предприятия. предприятий Ну, налог. его же включает Но стоимость его товара. включен, он То есть включен в фактически я стоимость плачу товара. конечный Да, бенефициар. да. Ну, то есть сколько со 100 рублей я плачу налогов в нашей стране обычно? Вот скажите четко. А так неправильно рассчитывается. Ну, пока, правильно. Ну вот вы рассчитываете со 100 рублей и Ну, включаете давайте НДС. 1000 рублей А считаем, фактически-то вот, НДС вы так не оплачиваете. Хотите посчитать свою налоговую нагрузку, составляем... Ну, хорошо, кто наплачивает НДС? Смотрите, Я числите посчитал, я уже с двух налогов заплатил 31%. То есть из 100 рублей я уже 31 рубль заплатил государству. Это правильно или неправильно подсчет? Ну смотрите, вы же с доходов платите, совершенно не такой расчет. Вот тут неправильно. Я с доходов плачу НДС миллионных цен. Вы со своих доходов платите 13% только. Со Здесь своих смотрите свою доходов. налоговую нагрузку. Хорошо, акцизный налог 8 рублей на бензин, это налоговая нагрузка, это квазиный налог. Поставьте свои налоги, а знаменатели зарплаты. Ну какие они, это надо знать, что все Вы и как. сядьте и послушайте здесь.
Давайте мы дальше продолжим нашу тему. Хорошо? Да. Про имущественные вычеты. Про имущественный вычет предоставляется при продаже имущества. Помните, я говорила, что обязаны представить декларацию, если собственности менее 5 лет, имущество недвижимое и иное менее 3 лет. Вот. При этом 1 миллион рублей не облагается, либо расходы, которые потрачены на приобретение этого имущества. На примере, вы купили машину, допустим, за 800 тысяч рублей, продали за 800 тысяч рублей, у вас либо 800 не облагается, либо в пределах, если у вас есть расходы, то есть документы по расходам, которые подтверждают, что вы купили за 800 рублей эту машину, у вас не будет облагаться, то есть налога не будет совсем. Но если у вас нет документов, что вы действительно приобретали эту машину за 800 тысяч рублей, тогда вы имеете право получить вычет только в размере 250, то есть 800 минус 250, разница будет облагаться налогом. То есть вот это и есть вычет, необлагаемая сумма дохода. Это при продаже имущества. Очень распространены имущественные вычеты при покупке жилья и земельного участка для строительства этого жилья. Здесь какие нюансы? С 2014 года кардинально изменился подход к предоставлению этих вычетов. То есть раньше, если вот один раз, допустим, мы купили квартиру, использовали этот вычет и оставшаяся сумма не переносилась никуда, то есть один раз использовали право, все, права больше нет, то с 2014 года неперенесенный остаток может быть перенесен, неиспользованный остаток перенесет на другие виды имущества. К примеру, 2 миллиона на каждого физического лица имущественный вычет. Купили вы квартиру за 1,5 миллиона, вернули 13% с этих денег, 500 тысяч у вас неиспользованный остаток получился, да? Вы эти 500 тысяч можете перенести на следующий объект. Комнату, квартиру там, или дом, земельный участок и так далее. Именно только строительство, да? То есть на другой вид? Именно жилье, да. Именно жилье, только целевое. Можно земельный участок приобретать, но при этом у вас должно быть разрешение на строительство, потом уже строительство, и когда вы дом возведете, тогда заявляете расходы по расходам, то есть декларации издаете по расходам на это строительство. А почему такая маленькая сумма сейчас установлена? Ну это не к нам, наверное, вопрос. Просто 2 миллиона. перешло на обложение, вот у меня вот у родственников главная стоимость имущества и участка выросла, когда с кадастровых 150 до 3,5 миллионов. А дают только вычет на 2. Вычет 2 миллиона, и пока я не слышала, чтобы он пересматривался. Устанавливается федеральным законодательством, и это, к сожалению, не в наших силах его изменить. Пусть вместе. Да. Что касается имущественного вычета, с 2014 года также выделено в отдельный вычет при ипотечном кредитовании. То есть вы с 2 миллионов возвращаете со стоимости жилья 13%, и еще вы можете дополнительно вернуть подоходный налог с расходов по ипотеке. То есть в течение года вы платите ипотеку, берете в конце года справку, сколько вы процентов оплатили, и с этой суммы 13% вам также возвращается. Именно проценты? Да. 13% с уплаченных процентов. А если бы рассрочку взял в профсоюзном фонде, то ничего не возвращается? Именно кредит, целевой кредит. То есть в кредитном договоре должно быть указано, что вы брали его на приобретение жилья. Взаимопомощи профсоюза под 2%, только у меня из 2% только и вернут. Нет, тут только именно в кредитном учреждении То необходимо есть получить. вот отпадает касса взаимопомощи, это все уже сразу Да. отпадает. Да. А почему так странно? Налоговом кодексе, кстати. Это установлено федеральным Если законодательством. они И специально здесь, так делают, чтобы вот народ никак не объединялся, чтобы против профсоюза принять. Это специально здесь сделано? можно много дискутировать, к сожалению, но мы здесь ситуацию не изменим. С 2014 года очень много изменено вот в плане получения имущественных вычетов именно в пользу налогоплательщика. Допустим, тоже немногие знают, если квартира оформлена на одного супруга,
то может, это все равно в рамках семейного кодекса, а этот супруг уже раньше пользовался вычетом, то может воспользоваться вычетом второй супруг, который ранее этим вычетом не пользовался. То же самое, если вы оформляете квартиру в долевую собственность пополам, допустим, на обоих супругов, то каждому по 2 миллиона вычет предусмотрен. Раньше такого не было. Раньше было 2 миллиона на объект, а теперь 2 миллиона все-таки привязано к налогоплательщику. Да. Вот. Поэтому это тоже необходимо учитывать. Вот эти изменения 2014 года, они вот... Налоговый вычет можно получить? Нет, не предусмотрено такого вычета. Так. Право на получение вычетов можно заявить также в течение 3 лет. Здесь единственное, что особая категория – это пенсионеры. То есть очень часто пенсионеры в последний год перед выходом на пенсию, допустим, приобретают себе имущество. Да? Дальше они уже не работают, пенсия не облагается подоходным налогом, естественно, они уже возвращать налог не могут. Но в смысле, почему? Пенсия не облагается подоходным налогом. Написано о том, что они имеют право на получение также налогов. Я скажу. То есть, если пенсионер получает только пенсию и нигде больше не работает и не платит подоходный налог в бюджет, то ему вернуть-то нечего. Вычет – это все-таки возврат подоходного налога, уплаченного в бюджет заработной платы. Если пенсионер получает только пособие по пенсии, а оно не облагается, то, соответственно, вернуть ничего не может. Для пенсионеров в имущественных вычетах предусмотрено отдельное положение. Они возвращают за 3 предшествующих года, когда у них появилось право. Вот мы с вами купили квартиру в 19-м, мы с 19-го имеем право получать вычет и дальше пока работаем. А пенсионеры, наоборот, назад. То есть они назад еще 3 года могут получить. Мог воспользоваться, он должен быть оформлен денег там хоть на какую-нибудь 0,1 ставки, но чтобы там хоть 3 копейки он получал. Чтобы получал, Чтобы да, получить, да. он Потому что некоторые думают, что это как пособие, то есть я вот купил квартиру, и мне 260 тысяч сразу кто-то выплатит. Это не так. То есть тут обязательное условие именно вплатить в бюджет налог. Вот. И, соответственно, если у нас есть доходы, из которых мы платили налог, налог будет возвращаться, а если нет, то нет. Очень много пенсионеров работают и также продолжают получать этот вычет, то есть они ведь не обделены этим правом. Причем у них дополнительно за 3 года назад, до как бы, даты регистрации собственности, и плюс еще, если они работают, они также получают. Вперед. Ну, в принципе, у меня все. А вы презентацию нам оставите? Я через Ирину Валерьевну отправлю. Вот. Здесь я написала, какие возможности обратной связи, то есть в любом случае контакт-центры, сервисы, личный кабинет, не исключен личный прием. Пожалуйста, если есть вопросы, можете обращаться любым удобным вам способом. Наверное, Елена Владимировна, дальше. Расскажите, наконец, про все налоги, особенно налоги. Давайте сейчас по порядку, хорошо? Ой, домой. Сейчас я вам запомню. Куда подальше? После 2 вузовских образований. Мы продолжим с вами в той же тематике. У меня, правда, не такие красивые слайды. И я расскажу о том, как вот с точки предприятия рассматривается расчет налога на доходы физических лиц. Людмила Леонидовна абсолютно верно сказала, что очень много доходов, очень много доходов, которые налогом не облагаются. Но вот с точки зрения чего на работе получаете, какие денежки и что не облагаете, это
Если подарки есть, пособие получают, это на рождение ребенка, пособие по уходу до 1,5 лет за ребенком, пособие женщин, ставшим ранее сроки беременности, они вот никогда не облагались. А вот больничный, сам болеешь или когда с ребенком сидишь на больничном, это традиционно облагается. Материальная помощь тоже не облагается налогом, но в размере 4000 рублей. Вот если детка родилась, и в год рождения ребенка может не облагаться материальная помощь в размере 50 000 рублей. На коммерческих организациях есть такие выплаты, но вот в госсекторе же все работают, я правильно понимаю? Там, конечно, это уже из области фантастики, я бы сказала. Вот. Работодатель – это школа, где вы работаете, я в институте работаю. Можно представить только 4 вида вычетов. Другие вычеты предоставить работодатель не может. Вот на этом слайде показано, сколько размер вычета стандартным вычет называется, если работник определенным статусом обладает, либо есть у него детки. Вот здесь вычеты на детей даны. В этом году размер вычетов, он много лет до этого составлял, 1400 это первый и второй ребенок, с 3-й, 4-й, 5-й, дай бог у кого-то и больше, это 3000 рублей состоит размер вычета. Особый размер вычетов на детей-инвалидов до 18 лет и учащихся очной формы обучения инвалидов 1-й или 2-й группы. Посмотрите, пожалуйста, родители, супруги, усыновители, 12 000 рублей вычет ежемесячно на ребенка-инвалида. И 6 000 рублей – это опекуны, попечители, приемные родители и их супруги. На первом столбике, в первой графе представлена информация. Пока еще в налоговый кодекс это не внесено. Предложение, есть проект закона, чтобы увеличить вот эти стандартные вычеты на определенную сумму. Например, на 1-го и 2-го ребенка вместо 1400 будет 2500. Меньше всего индексация коснулась стандартного вычета на ребенка-инвалида. Если заработок с начала года не превысил 350 000 рублей, тогда вычет будет предоставляться каждый месяц. Но месяц, в котором заработок превышает 350 000 рублей, работодатель уже этот вычет не имеет права предоставлять. И согласно предложениям по изменению налогового кодекса, предельный размер заработной платы с начала года, при которой будет предоставляться вычет на детей, составит 400 000 рублей. Поживем, увидим, и в начале года будем работать уже с новыми правилами. Определенные вычеты даются и на самого работника, но круг таких работников, он достаточно узкий. Посмотрим, если ветеран боевых действий, то такой сотрудник может получать ежегодно, ежемесячно стандартный вычет 500 рублей, но для этого надо принести документ. Если есть документ, работодатель на работе дадут вычет. Нет документа. Ну там стреляли, но войны там не было. Если речь идет о работнике-инвалиде 1-й и 2-й группы, хотя на практике это достаточно редко, все-таки рабочая группа это 3-я, работник предоставляет справку об инвалидности. Вот. И если ликвидатор, чернобылец или ветеран боевых действий, тоже документ специальной формы. Есть документ, повторяю, вычет на работе предоставят, нет документа, не положено. Для того, чтобы подтвердить стандартный вычет на детей, тоже требуются специальные документы. На работе, как правило, вот ребенок родился, принесли свидетельство о рождении, написали заявление, и практика такая, что не так часто работодатель требует ежегодного написания заявления, чтобы снова получить. В некоторых организациях требует, в некоторых не требует. И такой час X, когда надо, пересматриваются эти стандартные вычеты на ребенка, это если новая ляля родится, вот, и если
ребенку исполняется 18 лет. Тоже на каждый статус, точнее, чтобы получить размер вычета, везде нужны свои документы. Например, ребенок инвалид, справка об установлении инвалидности. Если родитель является единственным родителем, в таком случае вычет ему предоставляется в двойном размере. Но единственный родитель – это не разведенный родитель. Это родитель, у которого умер супруг или в свидетельстве о рождении не написано папа. А вот в разведенные супруги, либо когда не в браке, но в графе отец есть, уже единственным родителем в статусе такого нет. То есть, я как понимаю, правильно рекомендуете родителям не брака, в графе поставить больше, что через 3 начаться фискально установить. Но если вы это услышали, я ничем не могу помочь. Я Это такого не на самом могу деле, рекомендовать. сначала, если вы ребенка не успели пожениться до рождения ребенка, сейчас в обязательном порядке в любом случае. Настоящий, не настоящий отец должен официально установить. Так, и стандартный вычет на детей предоставляется родителю ежемесячно, пока его доход с начала года не превысил 350 тысяч рублей. Если одобрят изменения в налоговый кодекс, то со следующего года, пока доход не превысил с начала года 400 тысяч рублей. И, предположим, ребенку в 2019 году исполнилось 18 лет. Может быть, это будет март месяц, может быть, май месяц. Работодатель до конца года, даже если ребенок уже будет старше 18 лет, будет предоставлять его родителю вычет. Про социальный вычет рассказали. Работодатель тоже предоставляет социальный вычет, но только в том случае, если из налоговой принести документ специальной формы. Это уведомление о предоставлении социального вычета. И предоставляется он с того месяца, да. Работодатель держит 13 или 2 раза 13% вычитает? Один раз только вычитается. Почему? Можно и такой вариант, два варианта предоставления вычетов. Предположим, написали заявление, то есть в налоговую подали документы на получение свидетельства о предоставлении социального вычета. И на руки документ получили в июне месяце. Пришли на работу в свою бухгалтерию, написали заявление: прошу предоставить мне социальный вычет, прилагаю уведомление из налоговой инспекции. На бухгалтерии этот документ внимательно проверят, чтобы все реквизиты совпадали. И в том месяце, в котором принесли это уведомление, только с этого месяца будет предоставляться социальный вычет. Раньше нельзя. Елена Владимировна, сейчас изменилось, опять же, положение там вступили в Конституционного суда, там суда поправьте. что можно, да, и практика судебная сыграла роль. Работодатель должен вернуть с начала года. Очень хорошо, да, потому что я смотрела, в налоговом кодексе пока в налоговом кодексе это не прописано. Суде вообще очень часто вот имущественные вычеты, то есть в конце года... Нет, я про социальные рассказываю. Нет, про социальные так нельзя. А я сейчас... Социальные там суммы небольшие. Да, про социальные так нельзя. Про социальные я все правильно рассказываю. Теперь про имущественные вычеты поговорим. Действительно, вот имущественные вычеты тоже есть два варианта, как абсолютно верно вы сказали. Либо в налоговую декларация подается, а можно ведь к своему работодателю прийти и принести уведомление из налоговой инспекции о получении имущественного вычета. Принести его можно абсолютно в любой календарный месяц. Если принесли, например, в декабре, тогда работодатель вернет налог с начала года. Принесли летом, значит вернет с января по летний месяц. Пускай это будет, например, месяц июнь. Вот социальные вычеты работодатель на основании уведомлений из налоговой предоставляет только с того месяца, как принесли уведомления с налоговой, а вот имущественные месяц не зависит, будут предоставляться с начала календарного года, потому что суммы-то действительно очень разные. Вот, а если есть остаток вычета, то тогда переносится на следующий год.
Так, и расскажу еще о проекте «Прямые выплаты». Слышали о проекте «Прямые выплаты» или пока не слышали? Это с пенсией связано? Нет, это с пенсией не связано. Есть фонд обязательного, есть такое понятие, как страховые взносы. Работодатель несет нагрузку, это не только заработная плата, это плюс страховые взносы. Выплатили заработную плату 100 рублей, обязательно 30,2% не меньше надо уплатить еще и страховые взносы. И на слайде видно, что они состоят из 4 частей. Это обязательное пенсионное страхование, это социальное страхование в связи с временной нетрудоспособностью и материнством, страхование от несчастных случаев на производстве, ну, есть такой профессиональный термин на травматизм, говорим, на травму, и медицинское страхование. И за счет 2 видов страхования работникам выплачиваются пособия. Чаще всего сталкиваемся с пособиями, которые выплачиваются за счет взносов на страхование по временной нетрудоспособности в связи с материнством. Это 6. Пособие по беременности и родам, по временной нетрудоспособности, женщинам, ставшим ранние сроки беременности, при рождении ребенка до 1,5 лет и также пособие на погребение. Более редко бывают выплаты за счет взносов от несчастных случаев на производстве или на травму. Чтобы такие выплаты были в пользу работника, необходимо, таким обязательным условием, это, конечно, не хорошее условие, но чтобы травма была на производстве. Это может быть частичные потери нетрудоспособности. Вот моя семья столкнулась несколько лет назад, когда вообще на производстве погиб человек. И вот наша семья с такими выплатами столкнулась. Здесь тоже свой перечень заболеваний. Очень много лет, вплоть до 2019 года, схема была такая. Наступил страховой случай, а страховым случаем называются те события, которые приведены на слайде. Работник приносит документы, подтверждающие, что страховой случай, и ему производится выплата. Очень просто. Родился ребенок, большая радость в семье. Принесли на работу копию свидетельства о рождении, написали заявление на то, чтобы получить пособие, и с места другого родителя справка, что ему там пособие не выплачивалось. И работодатель, школа, у меня институт производит выплату этого пособия. С 2012 года проект «Прямые выплаты» он приводит к тому, что пособие будет платить в связи с временной нетрудоспособностью и материнством, будет платить уже, а здесь больничный по травме, не работодатель, а напрямую денежки получать из фонда социального страхования. Этот проект стартовал с 2013 года постепенно, и наш субъект вступает в этот проект в следующем году с 1 января. Да. Какие плюсы и минусы этой системы вы можете высказать? Для работника никаких минусов нет. Абсолютно. А как вы думаете, зачем? Зачем фонд социального страхования на себя взял выплаты? Вот вы какие видите? С чем это связано? Наоборот, у него больше зарплаты, Больше у работников работы будет, у работников фонда социального страхования. А зачем это сделано? Зачем так колоссально увеличили трудоемкость? Вот какие вот причины вы видите? Может быть, внедрение этих потоков электронных. Здесь я вижу основную причину, потому что есть мошенничество в этой сфере. И для того, чтобы эффективно, целенаправленно использовать средства фонда социального страхования, переходят к проекту «Прямые выплаты». В следующем году закончится апробация этого проекта, а потом с 2021 года вся страна будет работать уже по этому режиму. Работники ничего при этом абсолютно не потеряют.
будут платить деньги напрямую из фонда социального страхования. Может, я прямо сразу напрямую в казначейство все эти деньги, там просто отдел... Схема такая. Работник получает больничный лист, приходит, пишет заявление на работу. Заявление мы сейчас посмотрим. Работодателю дается 5 календарных дней, чтобы в электронном виде, если больше 25 работников, в бумажном виде, если меньше 25 работников, передать эти документы в фонд социального страхования. Фонд соцстраха проверяет документы в электронном или в бумажном виде, назначает пособие и выплачивает его на карту работника. Для работника что может измениться попозже? И в некоторых случаях, может быть, сумма пособия придет попозже, потому что вот из этой схемы на самом деле один шаг исключили. Если в результате проверки фонд социального страхования найдет, что какие-то документы не полностью представлены, неточные сведения, тогда фонд соцстраха дополнительно работодателю запрос исправляйте, а работодатель должен предоставить исправленные документы. Вот на это уйдет дополнительное время. Но если без проблем будет все своевременно, то схема будет именно такая. И для тех, кто работает в госсекторе, у всех карты МИР. И получение пособий на другие карты, как и зарплату, в госсекторе не предусмотрено. А так, выплаты, связанные с больничным, но только в отношении граждан, которые подверглись радиации. Пособие по беременности и родам, женщинам, ставшим в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка и по уходу за ребенком, они только на карту МИР выплачиваются, больше никуда. Это означает, что те организации, которые не относятся к госсектору, это коммерческие организации, не у всех же карты МИР. Не у всех карты МИР. Поэтому придется оформлять карту Можно же МИР. еще Да. на книжку же это можно. Либо в кассе получить. По крайней мере, у нас сейчас выбор, согласно Трудовому кодексу, у работодателя есть выбор. Либо получать Можно на либо счет, да. деньги, либо на сберкнижку, например. Здесь вот написано только о национальной платежной системе, здесь только на карту МИР, это со следующего года будет. Сейчас может быть по-другому, я не спорю, но со следующего года будет вот именно такое. Документы... Получается, вот тут вот ущемление пошло прав работника с формой выплаты. Вот оно где, да, вот и копались. Список документов, которые надо представить в фонд социального страхования, он никак абсолютно не изменился. Вот какие документы представляли: больничный в бумажном электронном виде, копию свидетельства о рождении ребенка, справку о постановке на учет в ранние сроки беременности, это все документы остаются. А как так? Сейчас я посмотрю, как мы выходили. Я сейчас покажу, какой новый документ добавится, с которым все мы столкнемся, если будем получать пособие из фонда социального страхования. Форма документа в настоящий момент дорабатывается. Сейчас сделаю чуть-чуть покрупнее, вы посмотрите. Так, ой-ой-ой, сейчас поменьше. Так, о чем говорит этот документ? Я его скачала из консультанта, пример. О том, что связи нет у Документ называется, вот, это заявление в фонд, в отделение фонда социального страхования о том, что получать выплаты за счет фонда социального страхования. Пишет, вот его форма, от кого заявление о выплате или перерасчете пособия. Галочка «Назначите выплатить». У меня пример. Это для больничного пособия по временной нетрудоспособности. Форма утверждена, заполняет какие-то графы работник, а какие-то графы работодатель. Вот. Бланочек какой, вот, пожалуйста, заполняет, куда ему перечислить, на какой счет сам работник заполняет. О себе, кто он такой является, дата рождения, это все паспортные данные заполняет. Вот.
То есть теперь к больничному надо еще... К больничному обязательно придется писать заявление. Ну вот форма документа чуть-чуть поменяется, контактный номер телефона, форма листания трудоспособности на бумажном или в электронном виде. Здесь реквизиты листания трудоспособности. И есть часть, которую будет заполнять работодатель. Вот. То есть мы столкнемся с этим новым документом. Да вы же говорили, что ничего для работника не меняется. Не меняется ничего в отношении выплаты. А документ дополнительный. Схема никак не поменялась по счету. Будет дополнительно документ, и выплата будет не от работодателя, а выплата будет из фонда социального страхования. Нет. У каждого фонда свое назначение. Фонд медицинского страхования занимается тем, что оказывает медицинскую помощь в поликлиниках, на стационаре или если лечиться амбулаторно. Вот у нас фонд медицинского страхования. А вот фонд социального страхования, слайд показывала, он как раз занимается тем, что пособия, вот, ну, у него много работы, но вот мы, как работники, с чем сталкиваемся? Это с выплатой пособий. Ну, точно. Сейчас также сумма пособия, значит, по трудоспособности из максимального суммы 21 тысяча рассчитывается. Есть своя схема, как считается больничный. И я вам на память не скажу, но ежегодно устанавливается максимальная величина, выше которой нельзя получить. Вы знаете, все зависит, если за год заработали 2 миллиона, а по правилам фонда социального страхования больничный рассчитывается, исходя из зарплаты за год 1 миллион, вот если вы за год 2 миллиона заработали, вы полностью больничный не получите. А если мой доход за год 800 тысяч, то тогда мне выплатится 100% от моего заработка. Вот это. Ну еще плюс учитывается, конечно, стаж работника, потому что больничный 100% только после того, как стаж, страховой стаж. И немножко остановлюсь еще на вопросах, связанных с инвестированием. Есть ли здесь люди, которые инвестированием занимаются? А? У нас в прошлый раз были. А рассказали все про индивидуальный инвестиционный счет? Все рассказали? Ну все тогда. Про вычет рассказали в связи с инвестированием? Вам рассказывали про инвестиции, а я расскажу, как вычет. Те, кто занимается инвестированием, может получить назад 13%, связанных со своими инвестициями. Способов получения, точнее операций, по которым можно получить этот вычет, их 3 вида. Я остановлюсь только виды вычетов, связанные с индивидуальным инвестиционным счетом. Бывает 2 вида вычетов. Первый вычет на взнос денег, которые отнесли на индивидуальный инвестиционный счет, а второй вычет на доходы по операциям, то есть купля-продажа, получение дивидендов, получение процентов на этот индивидуальный инвестиционный счет. И человек, который занимается инвестированием, может выбрать на своем индивидуальном счете только один из этих 2 вычетов. Остановлюсь, у меня 4 слайда, вот расскажу кратенько о каждом виде вычета. Первый вычет, его еще где-то называют вычет типа А, это если деньги внесли на индивидуальный инвестиционный счет. Как вы видите, у этого вида инвестиционного вычета есть большие плюсы. Возвращается 13% от денег, которые внесены на индивидуальный инвестиционный счет. Вычет этот можно получить ежегодно при условии, что денежки на этот счет вносились и что у работника есть доход. Если нет дохода, с которого удерживается налог, то никаких вычетов быть не может, ни инвестиционных, ни стандартных, ни имущественных, ни социальных. Должен быть доход у работника, облагаемый по ставке 13%.
Просто вот я про этот фонд мне рассказывали работники Сбербанка, они говорят, что сами оформляют. Сейчас вычет в случае чего. Это правда или как? Если вы об индивидуальном инвестиционном счете, Да, то да. его можно вести двумя способами. Можно самому через брокера передавать поручения, выбирать объекты инвестирования, что купить, что продать. А брокером может и Сбербанк выступать, и ВТБ брокером может выступать. Они же многофункциональную деятельность оказывают. Другой вариант вам рассказывали: у вас нет времени, у вас нет желания, вы считаете, что это рискованно самому принимать решения. Деньги на индивидуальном инвестиционном счете отдаются в доверительное управление. Выбираете стратегию, и за вас доверительный управляющий будет приобретать ценные бумаги. Тут уже каждый сам будет решать, что считает для себя лучшим. Какие минусы связаны с получением вычета на взнос денег на индивидуальный инвестиционный счет? Можно внести на этот счет ежегодно и 500, и 600 тысяч рублей, но в налоговом кодексе определено, что вычет как 13%, возврат налога только от 400 тысяч рублей, это 52 тысячи рублей. Индивидуальный инвестиционный счет надо открывать минимум на 3 года. Если человек закроет через год, через полтора, через 2 года 7 месяцев, то деньги, которые он получил, вычет, придется обратно вернуть государству. То есть инвестиции, деньги в эти инвестиции, они на 3 года замораживаются. И одновременно нельзя применять 2 вычета. Вычеты связаны с внесением денег на индивидуальный инвестиционный счет, и вычет связанный с получением доходов на этом инвестиционном счете. Так, и есть условия для того, чтобы воспользоваться вычетом, связанным с внесением денег на индивидуальный инвестиционный счет. Во-первых, надо быть резидентом. А кто такой резидент налоговый? Это человек, который более 183 дней находится на территории Российской Федерации. Правильно я все сказала? Причем бывают иностранные работники с Белоруссии, с Таджикистана, с Казахстана. Если они тут трудятся более 183 дней, с точки зрения налогового кодекса, это уже резиденты. Потом обязательно нужно иметь доход. Например, женщина находится, сидит по уходу за ребенком до 1,5 лет. Денежки внесла на инвестиционный счет, получает только пособие по уходу за ребенком. К сожалению, пособие это не облагается налогом. И 13% от денег, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, внести нельзя. Тоже и пенсионеров касается, не работающих. Вот. И нужно только один брокерский договор заключить, или договор на доверительное управление денежными средствами на этом индивидуальном инвестиционном счете. Получить вычет на взнос денег можно только в налоговой инспекции. Тут 3 документа: декларацию, договор с брокером и документы, подтверждающие, что внесли деньги на свой индивидуальный инвестиционный счет. И расскажу еще вычет Б, его называют. Это вычет по операциям, связанным с куплей и продажей ценных бумаг, с получением дивидендов или получением процентов на этот индивидуальный инвестиционный счет. Плюсы в том, что возврат 13% от суммы всех доходов, которые получены на индивидуальном инвестиционном счете. И размер его не ограничен. Минусы. Минусы больше ограничений. Они связаны и с вычетом на доход по внесенным деньгам. Индивидуальный счет открывается не менее чем на 3 года. И вычет можно применить только тогда, когда закрыли договор, связанный с ведением индивидуального инвестиционного счета. И одновременно 2 вычета применять не разрешается. Каковы условия? Надо быть налоговым резидентом на тот месяц, точнее на тот год, когда закрывается индивидуальный инвестиционный счет. Должны быть доходы
и один только договор заключен либо с брокером, либо с доверительным управляющим, и физическое лицо, если пользуется вычетом на доходы по операциям на этом счете, то нельзя тогда использовать вычет, связанным с внесением денег. Вычет на доход по операциям можно получить двумя способами. Можно получить и в налоговой инспекции, а можно у брокера или доверительного управляющего. Если этот вычет получать в налоговой инспекции, необходимо представить налоговую декларацию со своими доходами, справку с формы 2 НДФЛ от брокера, вот как на работе зарплату, справку о зарплате 2 НДФЛ получаем, так и брокер тоже такую же справку формирует, только там другие коды у доходов. Что на работе берем, там коды у доходов зарплата, отпускные, больничные, вот такие виды выплат у нас на работе. А у кого есть индивидуальный инвестиционный счет, то у тех доходов будут просто другие коды, потому что операции связаны с ценными бумагами. Если получить вычет у брокера или доверительного управляющего, то тогда предоставляется справка из налоговой инспекции, что нет других индивидуальных инвестиционных счетов и ни разу не предоставлялись вычеты, связанные с взносом денег на индивидуальный инвестиционный счет. У меня тогда все. Если есть какие-то вопросы.